Live streaming is on. Вот это. Тебя тоже слышно. Должен. Могла я их слышать должна. Мен 11'ten ağlanır.
Можно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно? Слышно. Спасибо, доброе утро всем. Сегодня мы начинаем серию вебинаров по организации образовательного процесса в наших учреждениях среднего профессионального образования. Серия вебинаров будет посвящена теме обмена опытом, как мы организуем в удаленном режиме обучение именно по нашим специфическим моментам, таких как реализация профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, которые, в общем-то, характеризуют систему нашего среднего профессионального образования в отличие от других уровней. И сегодня вебинары у нас начинает Якутский автодорожный техникум, преподаватель Олег Иванович Васильев и мастер производственного обучения Николай Янович Федоров. Нужно сказать, что сегодня очень важный исторический, можно сказать, день, когда мы в таком формате начинаем обмениваться опытом, уже практическими наработками, связанными с теми обстоятельствами внешними, в которых мы сегодня оказались в связи с распространением коронавируса. Вот. Ну и хочу пожелать успешной совместной работы на этом вебинаре и удачи первым нашим лекторам. Спасибо. Итак, пожалуйста, слово вам, представителям автодорожного техникума. Доброе утро, Лилия Михайловна. Я Васильев Олег Иванович, преподаю электротехнику и хочу сегодня этим поделиться опытом и показать практику именно дистанционного обучения. Ну, на сегодняшний день, да, действительно, дистанционное обучение на сегодняшний день является очень кстати. Поэтому я имея опыт дистанционного обучения в прошлых годах, я хочу именно поделиться. Вот, начинаю. Итак, видно, да? Контроль и оценивание уровня знаний по итогам первой главы на платформе модуль с помощью элемента гиперссылка. Ну, мы вот уже вторую неделю работаем на дистанционном обучении после каникулярных, не каникулы, а после этой недели. До этого одну неделю мы работали на модуле. Вот вкладка нашего дистанционного обучения полностью. И здесь мы начинаем обучение. То есть, как это все гласит, в каждых, наверное, образовательных структурах, наверное, есть дистанционные площадки. Ну, мы выбрали именно модуль 3. Здесь что? Вот первый лист, как я здесь регистрировался, я сижу под своим, фотографией желательно и под моим. Как выполняется вход на платформу? То есть там первые страницы открываются и полностью, и в техникуме, которые на сегодняшний день, какие именно мы в группе изучаем, все оно видно именно в платформе полностью. На сегодняшний день я вам покажу именно по машинистам крана, поэтому я выделил вот красные квадратики. Заходим в вход, выбираем рабочую группу и войти в курс. Прежде чем как войти в курс, там по этим именно группам преподавателей полностью. И после этого я выбираю именно свою
дисциплину. Электротехника полностью. И делаю полностью режим редактирования полностью. И добавляю именно у меня на сегодняшний день какой именно элемент или ресурс. Я выбрал именно гиперссылку, так как я работаю на электронной образовательной платформе Академии по дальневосточным элементам, поэтому очные уроки тоже у меня идут чисто с презентации, скажем, на онлайн режиме. Поэтому у меня как бы трудностей таких нету, когда дистанционно ребята вот именно учатся именно дистанционно, я именно пользуюсь вот этим электронным обучающей программой. Добавить элемент или ресурс и добавляю полностью свою тему. То есть у меня вот на сегодняшний день, вот именно я вам показываю именно глава первая, электрическое поле, создание. После этого я выбираю именно модуль элемент гиперссылки полностью и добавляю вот гиперссылку полностью. При этом я сразу, где добавить гиперссылки по электротехнике, там модуль есть название. Ну, например, сегодняшняя тема у меня контрольное тестирование по разделу электрическое поле. Добавляю именно по адрес URL, именно где это лежит, ссылку выберите. И полностью пишу описание. Описание я пишу так, как у меня онлайн-связь. Поэтому прежде чем как провести, я выбираю, то есть ребятам назначаю группу, те, которые группы именно, они сидят именно в онлайн-режиме. После этого сохраняю полностью этот курс и перехожу именно вот в мою ссылку полностью. Ссылку. И в этой ссылке я вам сейчас продемонстрирую ссылку. Учебного курса. Видно меня, да? Обратной связи есть. Вот в данном случае на онлайн полностью у меня получается полностью электрической цепи постоянного тока. Они, прежде чем как отвечать, они в очном варианте, мы как бы эту тему прошли, мы сейчас только, у нас осталось только контроль, поэтому эти темы, они все полностью, они их известны, и выбираю я полностью задание. Выбираю задание, и вот эти задания полностью, они у меня в каждой главе где-то 15, 10, но в данной главе у меня 12 заданий. И в каждой 12 заданий ребята отдаленно сидя, они входят и начинают полностью пройти тестирование. Ну вот я начну, например, что такое вот, как это все делается, я вам продемонстрирую, потому что здесь есть работа над ошибками, поэтому в данном случае очень хорошо ребятам, те, которые именно, ну, наш контингент, у нас получается как бы те ребята, которые хотят сразу ответ полностью получить, мы как бы технический, поэтому в данном случае. И ну, здесь, если я сделаю полностью ошибку, вот ошибка тоже у меня полностью появляется. Так, выключать, то есть полностью вот этот онлайн-режиме. Я здесь ошибку допущу, если будет допуск. Так, полностью начиная. Так, миллиампер метр.
Ну, давайте я ошибку здесь допишу, чтобы потом было изменить. Да, вот в данном случае ученик, то есть слушатель наш, отвечает сразу и получает свои вот именно здесь ошибки. Вот 60% они, ребята, это не знают, какую оценку я ставлю полностью, и они здесь могут проверить свои ошибки. Где крестики, у них ошибки. Здесь работа над ошибками тоже полностью есть. Это очень хороший как бы на сегодняшний день вариант, но тем хорош, что именно здесь ребята, те, которые вот получили, то есть ответили на вопрос, и сразу они онлайн, они вводят свои ошибки. Теми, как бы скажем, хорош в этом случае. Вот в данном случае полностью платформе, то есть мы как бы вошли, и сразу ребята там получают полностью ответы. 60%, например, у меня в данном случае тройка. И сразу после этого мы сразу заходим в журнал, как онлайн обучение, поэтому я сразу здесь ставлю им оценки полностью в электронном журнале. Полностью. И на этом как бы у меня полностью онлайн связи, а ребята полностью сразу как бы после своих ответов они мне получают оценку. По расписанию у меня на сегодняшний день, то есть было у меня задание 6 апреля, это понедельник. В понедельник я им ставлю полностью, что они должны сдать, работая вот точками, и они, мотивируя вот именно заменить свою оценку на хорошие, они у меня вот дистанционно именно не работают. Спасибо, Олег Иванович. Материал Олега Ивановича, я думаю, был очень интересен и практически направлен. Следующим просим подключиться Николая Аяновича, мастера производственного обучения. Николай. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, да? Видно меня? Очень хорошо слышно и видно. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Федоров Николай Аянович, и сегодня буду рассказывать про работу, то есть свою. Я сам мастер производственного обучения, и тема сегодняшнего лекции – это добавление практического задания на платформе Moodle.
по дисциплине устройства автомобиля. Материал подключился, да? Да, подключился материал, подключился. Так, вот. То есть наш техникум вот уже 2019 года зарегистрирован на платформе Moodle, и последние вот 2 недели, то есть со случившимися обстоятельствами в стране, то есть в республике, перешли на дистанционное обучение. И то есть всех студентов мы перевели на дистанционное обучение и зарегистрировали на платформе Moodle. То есть наша платформа это Moodle 3, как сказал Олег Иванович. Но здесь, то есть студентов у нас примерно 500 студентов, то есть всех их зачислили и всех преподавателей, то есть и первые же проблемы, ну не проблемы, а трудности встречаются в регистрации студентов, то есть в группах по 25-30 студентов, и у всех, ну сейчас все студенты идут в ногу со временем, и у всех есть электронные почты, все умеют пользоваться электронными гаджетами, то есть это идет к нам плюс. То есть, но некоторые студенты зарегистрировали свои электронные почты и забыли уже пароли к ним. То есть они сдали электронные почты, но никак не могли зайти на платформу. Поэтому здесь встретили такие трудности, но слаженная работа администратора платформы, мастера группы, куратора и студентов, то есть совместная работа уже проведена, и все студенты у нас зачислены на платформу. Так, то есть здесь мы смотрим вход на саму платформу, то есть у каждого есть логин и пароль. Если же студент или преподаватель каким-то образом забывает свой логин или же пароль, или же система бывает зависает, тогда мы можем восстановить логин или же пароль. То есть там уже форма готовая есть. После чего, как мы выполняем вход на платформу, мы заходим, выбираем на выходящемся окне свою группу, с которой будем работать. То есть в нашем случае это техническое обслуживание, ремонт двигателей системы и агрегатов автомобиля. Это группа ТОТ 4.1. Так, дальше вторым это мы входим в курс, то есть здесь отмечены красными, то есть войти в курс уже под своим именем, то есть как преподаватель. И как мы входим в курс, уже у нас выходит следующее окно, где у нас показаны предметы, которые ведутся в этой группе. То есть и здесь мы должны нажать режим редактирования, который находится на правом углу сверху, где обозначено вот красным обведено. После чего у нас выходит следующее окошко, где мы выбираем уже свой предмет, то есть который мы будем редактировать. Уже здесь у нас чуть-чуть изменяется вид уже платформы, то есть мы вошли в режим редактирования. То есть сейчас мы можем редактировать. Извините, Николай Аянович, ничего не видно. Презентации не видно. А, не видно? Давай, сейчас появился. Видно сейчас? Да, да. Да, видно сейчас. Видно, но пропадает почему-то. У вас, видимо, 2 экрана там установлены или что? Да нет, сейчас посмотрю-ка. Все, появился сейчас. Все видно, да? Да. Так, ну Опять вот. Прикрепи. Так, ну вот, продолжим. Как только мы отредактировали, то есть свой предмет, выбираем свой предмет, и как только выбираем свой предмет, выходит у нас всплывающее окошко, где у нас показаны предыдущие материалы, которые мы задали студентам, или же только начинаем работу, здесь снизу будет добавить элемент или же ресурс, то есть следующее задание, которое мы будем задавать студентам. То есть задавать можно не в день, когда у нас занятие, заблаговременно и в настройках сделать дату, когда она будет уже работать. То есть здесь
в элементах и ресурсах очень много выбора, то есть к каждому элементу ресурсу есть отзыв, и преподаватель... Лукаянович, Да-да. включи презентацию. Сейчас. Вот сейчас. Видно? Да-да. Да, видно. Вот. Почему-то пропадает. Так. Как зашли в режим редактирования, после чего мы выбираем свой предмет. В нашем случае это устройство автомобиля. После выбора у нас выходит всплывающее окно, где мы выбираем добавить элемент или же ресурс. То есть снизу вот красным обведено. После чего у нас выходит следующее всплывающее окошко, где у нас большой выбор элементов и ресурсов, которые предоставляются на выбор. То есть мы можем выбрать задание, лекцию, также обратную связь, сделать опрос или офлайн тест. В нашем случае, то есть практические задания, практические занятия, мы выбираем задание. То есть нажимаем на задание и нажимаем кнопку «Добавить». После чего у нас выходит следующее окно, где мы должны добавить задание к предмету устройства автомобиля. То есть здесь в вкладках мы должны заполнить. То есть пишем практическая работа номер 8, тема занятия генератор автомобиля. Это исходя от того, какая тема, предмет вы должны написать. Или же лекция, или тому подобное. После чего снизу у нас описание. В описании обязательно вы должны написать, потому что оно будет отображаться. И для того, чтобы оно отображалось, снизу этой вкладки у нас есть отображать описание. Там ставим обязательно галочку, чтобы видно было студентам. И следующим элементом мы вставляем файлы, то есть загружаем файлы в платформу. То есть здесь максимальный размер для новых файлов 512 мегабайт. Ну, это большой объем, который разрешается, думаю. Здесь можно загрузить файлы в формате Word, Excel, то есть офисные файлы все, PDF, аудио, видео файлы, то есть которые могут использованы во время обучения. То есть. И также можно и загрузить целую книгу, то есть электронную книгу, но оно будет загружаться, допустим, если ребята будут заходить из телефона, то будет долго. То есть. Но в нашем случае задание я загружаю в файле Word, все работы загружаются там, и ребята скачивают файл и уже на нем делают, и обратно же этот файл уже отправляют ко мне. То есть дальше здесь, после чего, как вложили и загрузили файл, у нас снизу много вкладки, которые преподаватель уже по своему усмотрению должен заполнить под себя. То есть здесь есть выборы, то есть типы предоставления ответов, оценка. Оценку можно сделать, настроить по 100-бальной или же по 5-бальной, то есть по усмотрению преподавателя. То есть ограничение доступа к заданию тоже можно сделать. Или настройки предоставления работ группам. То есть не всем, а какой-либо группе. То есть после чего здесь у нас снизу выбор сохранить и вернуться к курсу, или же сохранить и показать, или же отмена задания. То есть, но я использую которую кнопку посередине, сохранить и показать сразу же, какая работа у нас получилась, и смотрим. То есть здесь у нас показана работа, которая у нас получилась. То есть практическая работа номер 8, тема занятия генератор автомобиля и описание снизу. То есть изучить назначение генератора, заполнить пустые строки и третье ответить на контрольные вопросы. И снизу у нас прикрепленный файл Word. И здесь у нас также отображается, то есть участников группы, данной группы 23, пока что ответов 0 и требует оценки 0. То есть здесь показывает также. И снизу у нас также просмотр всех ответов или же оценка возможна. После чего, как удостоверились, что все правильно, мы
возвращаемся обратно к своему предмету. То есть нажимаем вот сверху устройство автомобиля, тогда у нас открывается наш курс, то есть предмет устройства, и здесь нажимаем завершить редактирование, то есть чтобы завершить редактирование. После чего у нас в дальнейшем, как студенты уже отдаленно дистанционно поработали, сделали, отправили файл, заходим в свой личный кабинет и потом уже проверяем работы, которые отправили студенты. То есть работа на проверку, допустим, здесь показано, сколько работ. После чего заходим, нажимаем на работы, которые ожидают проверки, после чего у нас выходит курс. Выбираем свою группу, которую мы будем проверять. Допустим, здесь первое – это техническое обслуживание, ремонт двигателей, систем агрегатов автомобиля. То есть здесь проверенных заданий показывает 28. То есть 28 работ отправили и ожидают проверку. Нажимаем и заходим туда. И уже выборочно начинаем уже проверять. То есть справа здесь, видите, студент отправил ответ для оценки, то есть краткий тест после изучения материала, и преподаватель проверяет и выставляет уже оценку снизу. То есть здесь оценка по 5-бальной шкале. То есть после чего, как проверили, сохраняем оценку, нажимаем «Сохранить» снизу и выходим уже. И можем проверить следующего студента или же закончить работу. Так, ну и один большой плюс на платформе Moodle. Здесь возможен просмотр входа студентов на платформу. То есть какой студент, когда и сколько работал, мы можем уже наблюдать. То есть, допустим, студенты, которые не заходят 2-3 дня, и мастер или куратор уже звонят и уточняется причину отсутствия на платформе, или же, то есть, по каким причинам он отсутствовал. После этого, то есть, проверяется вот работа на платформе, встречается, это делается дистанционно, да, то есть у кого-то по причинам, независящим от студента, то есть в отдаленных районах пропадает интернет или же отключает электроэнергию, то есть из таких факторов, то есть студент может чуть-чуть опаздывать для отправки ответов преподавателю. Поэтому, когда пишем задание, там в вкладках есть ограничения по времени. Можно поставить ограничения или же не ставить, то есть возможно не ставить. Так, и на этом заканчивается курс. Но еще плюс один в этом приложении, то есть у всех у нас есть телефоны, сотовые телефоны, гаджеты, и в айфонах на платформе iOS и Android, то есть возможно скачать приложение Moodle, то есть и войти туда уже с своим логином и паролем, то есть студент туда может зайти, и уже задания будут приходить на телефон. То есть для этого не нужен будет персональный компьютер, или же не через браузер телефона, а уже собственное приложение Moodle можно скачать и пользоваться. Но это уже как бы там инструменты ограниченные, подходят только для студентов, чтобы загружать задания или же работать на этом приложении уже онлайн или же офлайн режиме. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо, Николай Иванович. Вопросы? Ждем вопросы по первой и второй теме. Здесь я хочу раскрыть, что я раскрыл именно онлайн. Николай Иванович,
офлайн. Уважаемые коллеги, сегодня мы, как сказано, начали серию вебинаров «Лучшая практика дистанционного обучения» и начали наш вебинар Олег Иванович, Николай Алексеевич. Вопросы, если есть? Не слышно, да? Плохо слышно. Слышно? Вижу, здесь сидят пока 45 человек. Вопросы поступили, да? Пока нет. Но там, если там те, которые слушатели, внизу у них стоит микрофон и камера. Подключите, когда будете задавать вопросы, микрофон. В настоящее время 46 участников в вебинаре. Да. Так, мобильное предложение, ну, может подойти. Уважаемые коллеги, тут с Ютуба задают вопрос, сколько стоит Зайти, Moodle. проверить, то есть кто зашел, работу отправили же или нет. Ну, лучше преподавателям работать уже через персональный компьютер или же ноутбук. То есть, ну, приложение как бы это подходит для студентов, чтобы им удобнее было скачивать. Ну, приложение бесплатное, то есть в Play Market или App Store можно скачать и уже пользоваться. Вопрос, да, есть, Иван Павлович? Ну, вот вопрос зашел в чате слева, вот в углу слева, там можно открыть чат, и там спросили один вопрос. А у нас с Ютуба спрашивают, сколько стоит платформа Moodle. Олег Иванович. Ну, я пока администрация, наверное, полностью это знает точные цены. Я пока в курсе. А то, что вот мы, Академия филиал, Дальневосточный филиал, здесь мы по техникуму купили платформу. Там в зависимости от компетенции. То есть платформа Moodle у нас работает не 2 недели, а уже с 2019 года. Там уже программист подключал для того, чтобы у нас многонациональный курсы есть, то есть по профессиям, они обучаются дистанционно, для этого уже приобрели, и после того, что ввели дистанционное обучение, мы уже подключились полностью к техникуму, поэтому мы точно сказать не можем, сколько стоит. Версия Moodle у нас 3-я, V3 платформа. Модуль V3. Коллеги, напоминаю, что на сайте Института развития профессионального образования продолжается запись на курсы, которые именно направлены на обучение программ в Moodle, поэтому запись открыта. Желающие можете записаться. Программа сама так бесплатная. Вот вопрос поступил, как посмотреть еще раз, чтобы студент заходил на Moodle. То есть посмотреть, что вы должны быть преподавателем и закрепленным к группе своей, чтобы администратор закрепил, и в режиме редактирования уже можно посмотреть, то есть пользователи и записанные на курс студенты, которые или же преподаватели, всех показывает, то есть там ставим фильтрацию,
слушатель, и тогда у нас отображаются студенты, то есть кто когда заходил. Или вот работает активно или неактивно, то есть показывает. Да, в платформе Moodle здесь связь возможна. В платформе Moodle, видеосвязь невозможна, поэтому вот на сторонних платформах мы стараемся делать, потому что приложение Zoom или же вот через Meet, TeamViewer, вот, на котором мы сидим, то есть где проводятся вот видеоконференции работы. Но загружать видеофайлы, гиперссылки мы можем уже на Moodle тоже. Ага, про стоимость модуля оплачивает наша администрация 13 тысяч. Квартал за 3 месяца я плачу 13 тысяч. Вопросов есть? Поступили вопросы еще на чате, может? Нет? Да, вроде уже нет вопросов. Здесь вопрос для преподавателей, не существуют мобильные приложения. Я сейчас гаджетов приложений, как Николай Янович сказал, там есть приложение. Все, да? Больше нет вопросов, да? В чате нет вопросов. Ага. Уважаемые коллеги, на этом заканчивается наш вебинар. Следующий вебинар у нас состоится 15 апреля в это же время. И на следующем вебинаре опытом поделятся работники Якутского технологического техникума сервиса. Сегодня с нами участвовали в вебинаре 47 человек. И до следующей встречи. Ждем еще ваши заявки на участие в вебинаре. Спасибо. До свидания. До свидания.